8 утра в Минске, Киеве и Москве. Мы начинаем традиционный утренний эфир телеканала Белсат. И следующие 2 часа этим воскресным утром с вами проведем мы, по-белорусски моя коллега Юлия Лобанова. И по-русски Маша Макарова. Вітаю и дякую, что долучились до нас гэтай раніцы. И пачнем з анонсу галоўных тэмаў. Россия перебрасывает войска и тяжелую технику в Крым. В Донбассе усилила огневое влияние. Чего ждать дальше? Обсудим с экспертом. Музыка загойвае раны, як гурт антицелы падтрымлівае украінцаў у часе войны. Российские военнослужащие выстрелили в спину гражданским, чтобы ограбить предприятие. Следователи установили личность стрелявшего. Ему предъявили подозрения. Ну, начинаем традиционно с новостей из Украины. С нами на связи уже находится наш коллега, корреспондент Белсата Денис Дудинский. Сегодня Денис в Харькове. Давайте узнаем, что произошло за эту ночь в этом украинском городе. Денис, доброе утро. Тебе слово. Привет, Аня. Доброе утро. Для начала общая оперативная информация по стране. Сегодня ночью масштабных сигналов воздушной тревоги в стране не звучало. Российские войска обстреливают преимущественно приграничные и прифронтовые районы и населенные пункты Украины. В частности, сообщается о прилетах в Запорожской области. Местные жители успели заснять на видео непосредственно сам старт нескольких ракет. Вот как это выглядит. Обстрелы приграничных и прифронтовых территорий ведутся в основном преимущественно из ствольной артиллерии, танками и минометами. Больше всего за последние сутки пострадала Сумская область. Сообщается о 220 выпущенных снарядах и минах по территориям преимущественно Новослободской и Белопольской громад Сумской области. Также в Харьковской области дважды звучали сигналы воздушной тревоги. Информации о жертвах или разрушениях пока нет. Надо сказать, что вчера в Харьковской области отметили такой, знаете, своеобразный юбилей. Вчера в Харьковской области прозвучало тысячный сигнал воздушной тревоги. То есть получается, что с момента начала полномасштабной агрессии Российской Федерации на территории Украины сигналы в Харьковской области звучали более 5 раз в день. Ну а если выстроить все сигналы в одну временную линию, получится, что они звучали 37 дней, 6 часов и 29 минут. Вот такая вот печальная статистика из Харьковской области. Тем временем вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по позициям российских войск в районе Новой Каховки. Вот официальная информация по этому поводу. Підтверджено втраты ворога в кількости. Подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов. Также уничтожена гаубица М100Б, самоходная артиллерийская пушка Нона, 9 единиц бронированной и автомобильной техники, 2 склада боеприпасов в Дучанах и Давыдовом Броде и 1 полевой пункт поставок боекомплекта. Остальные потери врага уточняются. На Восточном фронте в Донецкой области по-прежнему без перемен наблюдается такой своеобразный паритет сил. Российские войска продолжают атаковать по некоторым направлениям, но вооруженные силы Украины дают достойный отпор. Основные точки напряжения — это Северск, Солидар, Славянск, Бахмут, Краматорск, Торецк. Активные бои ведутся в районе Авдеевки по линии Лозовая-Первомайская. На южно-бужском направлении российские войска задействовали авиацию для удара вблизи населенного пункта Андреевка.
Также на южном направлении вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по позициям российских войск. Ну а на границу с Украиной тем временем Российская Федерация стягивает недавно сформированный Третий армейский корпус. Где и когда конкретно Третий армейский корпус российских войск вступит в боевые действия, пока не сообщается, но по данным разведки, финальная точка движения эшелона корпуса находится максимально близко Донецкому и Запорожскому участкам фронтов. Также Россия перебрасывает на территорию временно оккупированного Крыма партию тяжелой военной техники. Несколько колонн было замечено в непосредственной близости от Крымского моста. В колонне заметили танки Т-72 и Т-80, 152-миллиметровые и 122-миллиметровые самоходные гаубицы МСТА-С и «Гвоздика», а также боевые машины пехоты, бронетранспортеры, боевые машины десанта, грузовики-цистерны с топливом и инженерно-саперные машины. Далее юг, непосредственно акватория Черного моря. Там насчитывается около 11 кораблей, в том числе 3 ракетоносителя вооруженных сил России с общим числом более 20 ракет системы «Калибр». Ну и некоторые разъяснения по поводу вопроса, когда же начнется процесс обязательной эвакуации с территории Харьковской области. Не только Харьковской, но и Донецкой, Запорожской и Николаевской. Напомню, что месяц назад в Донецкой области началась обязательная эвакуация, но теперь власти Украины поднимают вопрос о начале обязательной эвакуации из нескольких регионов и населенных пунктов Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Как сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук, планируется эвакуировать более 500 тысяч человек в центральную и западные части Украины. Эвакуация связана не только с активными боевыми действиями вблизи этих районов или населенных пунктов, но также с невозможностью государства обеспечить в надлежащей мере отопительный сезон в грядущий осенне-зимний период, поскольку перебиты и электросистемы, разрушены линии электропередач и газоподводы. Студия. Спасибо, Денис. Денис Дудинский, наш коллега, корреспондент Белсата, который сейчас находится в Харькове с последними подробностями о ситуации в Украине в нашем эфире. Ну, мы працягваем наш эфир. Абстрэл России чыгуначнай станцыі Чапліна на Днепропетроўшчыне мае ўсе прыкметы ваеннага злачынства. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press са спасылкаю на экспертаў. Журналіст выдання, які наведаў станцыю пасля расійскіх удараў, паведаміў, што не бачыў украінскіх вайскоўцаў сярод ахвяраў абстрэлу, але пераканаўся, што сярод забітых былі дзеці. Расія заявіла, што абстраляла пасажырскі цягнік, бо ён нібыта перавозіў украінскіх вайскоўцаў і тэхніку. Чыгуначная станцыя з'яўляецца цывільным аб'ектам і не павінна быць аб'ектам для ўдару, піша Associated Press. І нават калі сярод загінулых і было б некалькі службоўцаў, такі напад усё адно парушае законы вядзення вайны, бо шкода, нанесеная цывільнаму насельніцтву, непрапорцыйна вялікая. Найверагоднейшая жа мэта расійскай арміі была разбурэнне чыгуначнага злучэння. Серыю ракетных удараў па станцыі Чапліна расійскія войскі нанеслі ў дзень незалежнасці Украіны 24 жніўня. Загінула 25 асобаў, сярод якіх 2 дзіцяці, 31 быў паранены. Мінабароны Расіі заяўляла, што нібыта ў выніку абстрэлу знішчылі больш за 200 вайскоўцаў і 10 адзінак вайсковай тэхнікі. Советское оружие для борьбы с российскими вертолетами. За модернизацию зенитно-артиллерийского комплекса, который был на вооружении у советских солдат, взялись запорожские мастера. Первый экспериментальный вариант уже готов к испытаниям. Если проверку пройдут удачно, разработчики планируют наладить серийное производство обновленного оружия под заказ вооруженных сил Украины. В этой мастерской запорожские сварщики работают круглосуточно. Модернизируют советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Эта установка была разработана еще в 40-х годах прошлого столетия и хранилась в одном из складов вооруженных сил Украины. Военные обратились к волонтерам с просьбой модернизировать установку. Арматы дали військові, була така... Пушку передали военные. Майже на 30% рабочая гармата. Это была почти на 30% рабочая пушка.
Мы ее немного почистили, переделали, выбросили лишнее. Викинули зайве. Свой новый проект волонтеры называют «Оружие для охотников на вертолеты». Воно буде мобільним і поточним, більше скоростним. Вес зенитного комплекса уменьшили с 5 тонн до 2, подвели пневмоприводы, изменили механизм оборота турели. Теперь, чтобы развернуть это оружие в боевое положение, нужно в 2 раза меньше времени. К бою зенитка может быть готова за полминуты. Мы специально переделали некоторые механизмы, чтобы выиграть время для подготовки к бою и после окончания боя. Для мобильности. В принципе, я думаю, что после того, как мы ее запустим, то через 4 дня мы получим хорошие новости. Такие, которые приносят облегчение. Які, знаєш, так полегшують трішки. Главное, комплекс получает мобильность в передвижении. На передовой пушка будет работать на базе мощного немецкого грузовика «МАН». Кроме воздушных целей, мастера рассчитывают, что эта 57-калиберная зенитка со скоростью 120 выстрелов в минуту сможет уничтожить и бронированную технику российских солдат. Дальность боя 4 километра. У нас зараз, знаєш, так, скелет. Она сейчас как скелет. Я хочу, як мій батько казав, Вася, малюєш матюки на заборі. Но я хочу, как мой отец говорил: «Вася, рисуешь матюки на заборах? Рисуй красиво. Она будет стильная, она будет немного угловатая. Это все зашьется». Ми дуже велику увагу Мы очень много внимания уделили удобству для бойцов. для бійців. Первые боевые испытания модернизированной зенитно-артиллерийской установки запланированы уже на днях. Если испытания пройдут удачно, модернизация советского оружия станет серийным производством в этой мастерской. Украинские военные заинтересованы в использовании подобных установок. Своему первенцу запорожские мастера дали имя Михо в честь одного из погибших сослуживцев. Мария Александрова, Иван Шпак, Белсат, Запорожье, Украина. Ну а теперь к другим новостям. Почти месяц прошел с момента трагедии в колонии в поселке Еленовка, когда в здании, где содержались пленные защитники Мариуполя, произошел взрыв. По данным представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, тогда погибли 53 человека, еще 75 получили ранения. Списки с их фамилиями предоставила российская сторона, Российское Министерство обороны. Но в то же время в саму колонию не допускают международные организации для расследования причин происшествия. Остаются в неведении о своих близких и родных, а также и родственники бойцов Азова. На связь с нашим телеканалом вышла одна из жен пленных бойцов Азова, Наталья Зарицкая. Она поделилась своим мнением о том, что же все-таки произошло в Еленовке, а также рассказала нашим коллегам о своем муже. Фрагмент этой беседы прямо сейчас в нашем эфире. 17 мая был крайний день, когда мой муж выходил на связь. Это был день его выхода из завода «Азовсталь». Больше никаких вестей мне не удалось получить о моем супруге. Действительно, для ребят полка «Азов» самое страшное было пройти через плен. Но это ребята, которые живут приказами. Был приказ «бой до последней капли крови», они его выполняли. Если был приказ сложить оружие и выйти из завода, они выполнили этот приказ. Поэтому другого пути не было, кроме как выполнения приказа. Да, муж 5 раз подчеркнул, вот мы с ним общались сообщениями через Telegram, насколько это было возможно, пока была связь через Starlink на Азовстале, он говорил, что даже не ищи меня в списках военнопленных, потому что для нас это конец. Но, тем не менее, приказ был выполнен, и ребята были захвачены в плен и отправлены в колонию Еленовки. К сожалению, Российская Федерация нарушает все статьи Женевской конвенции, и у нас нет ни сведений, содержатся ли ребята действительно в Еленовке сейчас, что с ними, выжили ли они после теракта, публичной казни военнопленных, которая организовала Россия. У нас нет возможности связи с ними, нет возможности передавать посылки. И со слов обмененных военнопленных,
Мы понимаем, что условия там катастрофические. Об этом свидетельствует и тот факт, что международные организации не имеют доступа к военнопленным. Там и содержатся и беременные женщины, и Российская Федерация очень манипулирует этой ситуацией. И для нас по сей день непонятно вообще, как могут эти воины, эти оборонцы выносить то, что выпало им на плечи, блокаду Азовстали, а теперь и ад плена. Фактически они из одного ада попали в другой. Головой понимаешь, мозгом, что шансов выжить фактически нет. Это шанс 1 на миллион. А сердцем я чувствую, что муж жив. Было даже так, что он присылал сообщение. Он написал, что Наталья, сегодня по мне выпустили баллистическую ракету. Она упала практически возле моих ног и не разорвалась. Я знаю, что это ты. Так работает любовь. Тем временем Россия перебрасывает к украинским границам недавно сформированный Третий армейский корпус. Об этом сообщила российская независимая следственная организация Conflict Intelligence Team. Техника, а именно комплекс БУК и танки Т-80БВ и Т-90М идут по железной дороге из Мулино-Нижегородской области. Конечный пункт, по мнению расследователей, это Ростовская область, которая ближе всего находится к Донецкому и Запорожскому участкам фронта. Согласно информации аналитиков, перевозка комплексов БУК может свидетельствовать, цитата, о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего третьего корпуса или его боевой части. О формировании третьего армейского корпуса в Мулино впервые заявляла украинская разведка. Информацию косвенно подтверждало также издание «Верстка». Исследователь Том Балок публиковал фотографии и видео, снятые в Мулино, на которых видны современные образцы российской техники. Conflict Intelligence Team писали, что сформированные подразделения хорошо укомплектованы техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом. Это те, кого набирали в российские войска. Также стало известно, что в Россию вернули зенитную батарею типа С-300, которая ранее находилась в Сирии. Грузовое судно с комплексом вышло из сирийского города Тартус. Сообщается, что Турция пропустила его через Босфор, и, как отмечают израильские СМИ, далее батарея ПВО отправится в Украину. Таксама цяжкая вайсковая тэхніка з Расіі едзе ў акупаваны Крым. Цэлы эшалон з падмацаваннямі быў заўважаны на чыгуначнай станцыі Тамань каля ўезду на Керченскі мост з боку Расіі. Відэа апублікавала выданне «Крым Рэаліі». У складзе эшелону інжынерна-салёрныя машыны, гаубіцы М100С і гваздзіка, таксама на відэа заўважаныя танкі Т-72 і Т-80, баявыя машыны пяхоты, грузавыя аўтамабілі, крытыя вагоны і цыстэрны з палівам. Апошнім часам у акупаваным Крыме практычна кожны дзень вымушана працуе расійская супрацьпаветраная абарона, спрабуючы адбіваць украінскія атакі. З канца ліпеня там былі знішчаныя 4 расійскія ваенныя аб'екты. У тым ліку аэрадром Сакі. Украінскія ўлады адназначна не пацвердзілі датычнасці збройных сілаў да выбухаў на паўвостраве. Бізнес-інсайдер са спасылкаю на сакрэтную справаздачу Паўночна-Атлантычнага альянсу паведамляе, што военное кіраўніцтва Расіі вырашыла вывести свои самолеты с Крыму пасля удараў по авиабазах. Продолжим обсуждать эту тему. К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. Владислав, доброе утро. Доброй раницы. Доброе утро. Сообщают расследователи о том, что Россия перебрасывает на фронт Третий армейский корпус. Замечают ли это в самой Украине, украинская сторона? И, на ваш взгляд, о чем это может свидетельствовать? Какие цели здесь у Российской Федерации? Ну, безусловно, о том, что только формируется Третий армейский корпус, сообщила именно украинская разведка. Наши специалисты внимательно отслеживают перемещение этого объединения по разным оценкам. Изначально говорили, что в состав этого корпуса будет входить до 18 тысяч личного состава. Но, насколько мне известно, сейчас численность этого объединения не настолько велика, там порядка 10 тысяч, но порядка 4 тысяч единиц
бронетехники и иной техники, которая в составе эшелонов в настоящее время перемещается в район Ростовской области. Является ли Ростовская область конечным пунктом назначения этого корпуса? Нет, естественно, нет. Скорее всего, она будет перемещаться дальше, и многие эксперты уверены, что, скорее всего, она будет направляться либо на Запорожское, либо на Херсонское направление для усиления боевых возможностей тех частей подразделений российской оккупационной армии, которые действительно на южном фасе российско-украинского фронта, то есть юг Запорожской области и, соответственно, Херсонская область. Все перемещения внимательно отслеживаются украинской разведкой, и думаю, что не только разведка с нетерпением ждет эти подразделения. Украинские хаймарсы, которые доказали свою эффективность, нанося ракетные удары по тыловым объектам в глубине обороны российских оккупантов. Также ждут эти подразделения, те самые бензовозы, которые мы с вами видели в поле окне, те артиллерийские системы, иные системы, которые следуют в составе этих эшелонов. Боевая работа продолжается, поэтому так как третий корпус фактически это последний резерв стратегического уровня у Генерального штаба Российской Федерации, то значит, и против него украинские артиллеристы точно так же будут работать, как и по иным подразделениям, которые принимают со стороны Российской Федерации так называемые специальные военные операции на территории Украины. І з якою метою, ймовірні, Росія стягує войски для оборони чи для наступу? Совершенно очевидно, что путинская армия пытается выполнить приказ Путина. Он многосоставной и многоэтапный. Среди прочих задач это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также создание и закрепление за собой так называемого сухопутного коридора между временно оккупированными Донецком и Крымом. Поэтому с большой долей вероятностью Российская Федерация все эти силы перебрасывает для того, чтобы значительно усилить свои позиции на юге Украины. Как они будут дальше действовать, будет зависеть во многом от, в том числе и действий украинской стороны. То есть если Украина будет переходить в контрнаступление, то, соответственно, российская армия будет зарываться в землю, создавать оборонительные рубежи. Если же украинская армия на тот момент, когда корпус полностью переместится на южные рубежи, будет еще находиться на этапе создания соответствующей ударной группировки, то вполне возможно, что россияне могут первыми атаковать. Опять же, мы должны четко учитывать с вами временной фактор. Фактически для активных боевых действий с массированным применением бронетехники у Российской Федерации и Украины осталось не так много времени, фактически до 2 месяцев. Затем, начиная с середины октября, начнутся проливные дожди, поля пораскисают, и использовать бронетехнику по полям совершенно будет невозможно. Для передвижения техники можно будет использовать только дороги с твердым покрытием. Что будет происходить в этой ситуации? Уже сейчас, в общем-то, есть ощущение, что российская армия как-то остановилась на тех позициях, на которых она находилась. Американские аналитики, опять-таки, подтверждают, что наступление, скажем, на Херсонщине не возобновляется. Все атаки, которые предпринимают россияне, заканчиваются ничем. Когда начнется вот этот осенний дождливый период, стоит ли ожидать, что война затянется и стороны останутся на тех позициях, где они находятся сейчас? Нет, коллеги, о заморозке конфликта речи идти не может. Кстати, многие специалисты утверждают, что нынешняя война, она по масштабу самая большая на европейском континенте после окончания Второй мировой войны. Это война, в первую очередь, война артиллерии. Так как и российская оккупационная армия имеет достаточно серьезный комплект артиллерийских средств и, соответственно, боеприпасов к этим артиллерийским орудиям, так и украинская сторона имеет достаточно серьезный комплект, и мы видим, что в рамках военно-технической помощи от наших западных партнеров украинская сила обороны получает еще и еще именно артиллерийские снаряды. Думаю, что война перейдет в фазу боевой работы именно артиллерии. Насколько эффективно делает это украинская сторона, весь мир видит. Горят вражеские склады боеприпасов, места, где они хранят свою технику, уничтожаются мосты, уничтожаются эшелоны, наносятся удары по командным пунктам, где находятся российские военные начальники. То есть эта работа является достаточно серьезной, она является крайне эффективной, в том числе и в рамках контрбатарейной борьбы, то есть борьбы с российской артиллерией. Думаю, именно в этом формате будут проходить активные боевые действия в осенний период. А зимой, когда грунты подмерзнут и техника снова будет способна перемещаться по замерзшим полям, соответственно, опять активизируются боевые действия.
Вы згадвалі ўжо, што адны з мэтаў Расіі магчыма выйсці на межы Данецкай і Луганскай вобласцяў. Пётр Андрушченка, саветнік мэра Марыуполя, ў нашым эфіры учора згадваў, што у яго ёсць інфармацыя пра планы Расіі захапіць Данецкую вобласць да сярэдзіны жніўня наступнага месяца. Як вы ацэньваеце такія планы? Наколькі яны рэалістычныя? Калі не, то колькі б Расія спатрэбілася на гэты час? До середины сентября только, да, не до середины августа следующего месяца. Коллеги, мы, естественно, понимаем, в чем логика действий российской оккупационной власти. Они пытаются к 11 сентября, к единому дню голосования на территории Российской Федерации, выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. И если по Луганщине у них этот проект практически реализован, то по Донецкой 65% в настоящее время территория Донецкой области находится под контролем российских оккупантов. Способны ли они тем составом сил и средств, которые в настоящее время сосредоточены на восточном фасе Российско-Украинского фронта, а это от Изюма до Марьинки, Красногоровки, реализовать эту задачу? Нет, не способны, потому как оборона у наших подразделений там достаточно серьезно подготовлено, паритет по части артиллерийских орудий соблюдается, поэтому россияне могут желать, хотеть, но не иметь возможности. И, скорее всего, такая себе позиционная война, либо война на тактическом уровне будет далее продолжаться, и ни о каком выходе на административные границы в сентябре или даже в октябре месяце речи не идет. Хотелось бы спросить вас еще про Крым. Издание Business Insider со ссылкой на некий секретный отчет НАТО сообщило, что якобы военное руководство России выводит свои самолеты из временно оккупированного Крыма. Есть ли такие сведения украинской стороны и о чем это может свидетельствовать? Действительно ли такая паника связана с тем, что украинские ракеты могут атаковать Крым, ну или диверсии, о которых говорилось, могут происходить на территории военных частей в оккупированном Крыму? Коллеги, так исторически сложилось, что Крым для меня родная земля. Я провел там всю свою жизнь, мы проходили там и большая часть военных лет службы в армии. Поэтому, зная ситуацию непосредственно от жителей Крыма, в том числе и тех, кто занимается вопросами партизанской и разведывательной деятельности. Так вот, по перемещению вражеской авиации. Да, буквально 2 недели назад порядка 20 самолетов взлетело в небо, улетело с территории аэродрома недалеко от Севастополя, с аэродрома Бельбека. Также наблюдалось перемещение авиационной техники с военного аэродрома в Саках. Это именно тот аэродром, где 9 августа случилась целая череда взрывов, которые привели, по оценкам некоторых исследователей, до потерь России порядка 50% морской авиации. Так вот, в настоящее время из аэродрома Бельбек и с аэродрома Саки продолжается боевая работа авиации. То есть, если и выведена часть авиации, то только ее часть. Потому как боевая работа продолжается, и мы знаем, что те ракетные удары, которые время от времени совершаются по южным регионам нашей страны, в первую очередь по Одесской области, это в том числе с использованием тех самых авиационных ракет, которые запускаются из самолетов, которые в свою очередь взлетают с аэродромов в Бельбеке, в Саках и иных аэродромах, которые расположены на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому боевая работа по вражеским объектам на территории временно оккупированного Крыма, думаю, будет продолжаться. Немало важных объектов там находится, которые буквально необходимо уничтожить, дабы снизить боевые возможности российской оккупационной армии, действующей на южном фасе Российско-Украинского фронта. То, что Крым — это больше не безопасная территория для российской армии, небезопасный полигон, то, что небезопасны также другие оккупированные территории Украины, порождает ли это панику в рядах российского руководства военного, в рядах российских военнослужащих? Что об этом в данный момент известно? Меняется ли как-то стратегия поведения? Не думаю, что там речь идет об определенной панике, скорее всего раздражение, потому что планы, амбиции у российского военного руководства достаточно масштабные, а способности к их реализации нет. Плюс есть определенный страх у высших военных чиновников перед диктатором российским Владимиром Путиным по поводу неисполнения тех распоряжений, которые в свое время отдал.
Поэтому думаю, что в этом контексте российские генералы будут пытаться усилить боевые возможности российской армии, дабы давить дальше на силы обороны Украины. Но такая тактика в последнее время показала свою абсолютную неэффективность. Да, местами российская армия продвигается вперед, но это продвижение может составлять за несколько дней буквально сотни метров. То есть ни о каких масштабных продвижениях вперед, соответственно, территориальных приобретениях для российской оккупационной армии в настоящее время речь не идет. А вот то, что российская армия несет очень серьезные потери, собственно говоря, мы ежедневно это видим в сводках от украинского генерального штаба, который раз за разом публикует просто огроменные списки российских потерь, как в личном составе, так и в бронетехнике и иных средствах вооружения. Российское Министерство обороны по-прежнему не раскрывает данные о потерях. Спасибо, Владислав. Владислав Селезнев, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был гостем нашего эфира. Ну а мы движемся дальше. От 10 лет до пожизненного заключения такой срок светит российскому военному, который расстрелял 2 сотрудников автосалона в Украине. Как минимум 12 огнестрельных ранений были обнаружены на телах убитых. Прокуратура Украины заочно вынесла 26-летнему солдату, родом он из Омска, подозрение. Уже в ближайшее время его объявят в международный розыск. Наша съемочная группа побывала на месте событий вблизи Киева, пообщалась со свидетелем преступления. Раненый успел позвонить ему перед своей смертью. Детальнее в сюжете наших коллег. Сказав, що директора вбили, він ранений. І розмова все велась до того, що Льоня, тримайся. Василий вспоминает последний разговор со своим напарником, охранником автомобильного салона в Бучанском районе Киевской области. У меня, говорит, кишки вываливаются. Вот так грубо говоря. Что у меня, говорит, все разорвано, все перемешалось. 68-летнего Леонида вместе с директором предприятия Сергеем расстреляли российские военные 19 марта, через 3 недели после полномасштабного вторжения. Говорит, я еле дошел до 2-го КПП, потому что у нас 2 КПП, то есть на 2-й пост еле дошел и лежал на кровати, на топчане. Кадры жестокой расправы попали на камеры видеонаблюдения, которые впервые опубликовала CNN. 5 солдат перед убийством пытаются проникнуть в помещение. Начальник выходит к россиянам первым с поднятыми руками, затем видим сторожа, их обыскивают, после чего гражданские возвращаются к караульному посту, а 2 солдат стреляют им в спину. Пуля заходит в маленькое отверстие, а на выходе все разрывает, то есть им выстрелили в районе поясницы. Сергей погибает на месте, а раненый Леонид с трудом встает, завязывает вокруг бедра что-то похожее на жгут и направляется к посту охраны, чтобы попросить о помощи. Это я ему где-то позвонил в начале 1-го, и через каждые 20-30 минут я с ним созванивался. Последний разговор был где-то 3:30, он еще трубку брал. Во время того, как еще живой мужчина истекает кровью, военные попадают внутрь автосалона, снимают бронежилеты, роются в шкафах и столах. По камерам просто видно, что они... По записям с камер видно, что они в кабинете директора. Во всех офисных кабинетах были. Показывали, как распивают напитки, вскрывали все бары. Видно было, как они вывозят велосипеды и самокаты. Украинские добровольцы, которые прибыли на место события, спасти мужчину так и не смогли. Леонид заступил на пост охранника 26 февраля. Думал, что отсюда ему будет проще добираться с работы в Макаровский район, где он проживал, но домой он так и не попал. Охранник Леонид Пляц, который был убит вместе с собственником автосалона прямо на территории предприятия, не смог выбраться из региона, потому что он уже пребывал в оккупации. Буквально в километре от места преступления, возле заправки и ресторана, от которого уже не осталось живого места, находился штаб российских военных. И вот белый автомобиль, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, вернулся именно сюда. Украинским правоохранителям удалось установить личность солдата, который совершил преступление. По мнению следствия, это Николай Соковиков, который служил в 5-й отдельной танковой гвардейской бригаде в городе Улан-Удэ. Ему объявлено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. Они стреляли в людей, которые к ним повернулись спиной, которых они обыскали, у которых не было ни оружия, ничего. Это было подло. Для таких людей только смертная казнь. И так, чтобы они еще лет 5 сидели и переживали. Это не единственное преступление, которое было совершено именно на этой дороге, которую называют дорогой смерти. Россияне окопались и расстреливали людей в автомобилях в тот момент, когда они пытались выбраться из региона. За время пребывания в оккупации на территории Дмитриевского сельского совета было расстреляно около 90 человек. Были группы людей, тела, которых со связанными руками сбросили на кучу и подожгли. Одна рука сгорела полностью, и вторая, остались только конечности. Как утверждает глава общины, поиски тел продолжаются, так как несколько человек, которые ехали этой трассой, до сих пор числятся пропавшими без вести.
Юлия Макаренко, Александр Стратичук, Белсат, Киевская область, Украина. Украінскія праваахоўнікі ўсталявалі асобу грамадзяніна Расіі, які, уласна, і здзейсніў гэтае злачынства, каб абрабаваць аўтасалон, і нярэдка дапамогу ў выкрыцці такіх выпадкаў аказваюць журналісты. Падрабязней пра гэта ды іншыя выпадкі мы паразмаўляем з Ганнай Бабінец, галоўнай рэдактаркай порталу «Слідства Інфо». Вітаю вас. Доброе утро. Добрый ранок. Ну, вы журналісты таксама вашага парталу нярэдка выкрывалі асобаў, якія ўдзельнічалі ў злачынствах і ў Бучы, і якія былі датычныя да катаванняў палонных. Ці часта журналісты дапамагаюць следствам у раскрыцці гэтых злачынстваў? Якая роля журналістаў? Ну, мы преимущественно делаем свою работу, то есть мы находим преступления, ездим на места, общаемся с людьми, но сейчас правоохранители, прокуроры, некоторые другие органы просили наших журналистов из нашей организации «Слідство Інфо», это центр расследований, просили помочь, просили научить их идентифицировать, собственно говоря, российских военных, которые совершают преступления в Украине, потому что мы давно работаем с идентификацией в соцсетях, а украинские правоохранители, у них не было много опыта, и мы, в принципе, помогаем тренингами, то есть мы делали для них тренинги, как это все происходит. Вот. Ну и также понятно, что они работают по своему пути, мы работаем по своему пути, но если есть возможность как-то обмениваться информацией, мы это делаем, но, разумеется, в рамках наших журналистских стандартов, журналистской этики, понятное дело, что те люди, которые с нами делятся, те, с которыми мы общаемся, только мы с ними общаемся, мы не выдаем наших источников, потому что это не соответствует журналистской этике, потому мы помогаем, но часто звонят правоохранители, мы говорим, пожалуйста, берите, мы все опубликовали, видео, статьи, все, что надо, берите, используйте. Иногда правоохранители просят наших журналистов, тоже опрашивают их и приобщают материалы, которые мы публикуем в своих историях, к уголовным делам, открытым против российских военных. Вось акурат відэа з камеры назірання у гэтым выпадку з аўтасалонам патрапіла да журналістаў BBC, яны яго, уласна, і прадэманстравалі скріншоты з яго. Як сітуацыя выглядае ў вашых выпадках выглядала? Вы самастойна шукаеце фотаздымкі, відэа, магчыма, вам іх перадаюць? Каждый раз по-разному, нету какой-то универсальной схемы. Мы понимаем, что много преступлений было совершено на территории Киевской области, и наши журналисты ездят и по Киевской области, и по Сумской, и по Черниговской, и по другим областям. Одно из главных направлений нашей работы — это, собственно, фиксация преступлений. И мы приезжаем, мы, например, где-то прочитали или узнали, что там происходили какие-то события, приезжаем туда, журналист общается с местными, можем общаться с местной полицией или прокуратурой, ищем сами камеры наблюдения. Вначале очень много люди дают со своих телефонов, то, что они записывали на видео, фотографии, то есть приезжаем, просим, общаемся с ними. Иногда, да, к нам тоже попадает видео с камер наблюдения от наших источников. Нету какого-то универсального способа, каждый раз это как-то по-новому происходит. Приезжаем в один населенный пункт, в другой населенный пункт, общаемся с людьми, узнаем новые истории. То есть в основном то, что мы делаем, мы ездим, общаемся, и то есть очень многие люди делают вот именно репортажную работу, но наша основная задача все-таки показать не только совершенные преступления и жертвы, показать, кто это сделал или кто это мог сделать. Потому мы находим, кто именно из российских военных, какая бригада или какое военное отделение стояло в конкретном населенном пункте.
мы находим, потом идентифицируем этих людей, нас журналист, мы распечатываем фотографии военных или с планшета и показываем людям, которые пострадали, которые были в непосредственном общении, потому что часто россияне жили в домах украинцев, их самих прогоняли в погреб, а сами жили в их домах. И украинцы, местные жители, они видели часто этих людей в лицо. И мы привозим эти фотографии и говорим, можете ли вы опознать этого человека, который там издевался, бил, убивал, насиловал там, или захватил ваше имущество, обокрал. И то есть вот мы показываем эти фотографии, мы пытаемся найти конкретного виноватого, и мы публикуем видеоистории об этом, истории на нашем сайте следствие.инфо. Вот. И, то есть наша все-таки задача не просто показать совершенные преступления, а приложить все усилия, чтобы показать, кто конкретно это сделал. Верифицируя личность того, кто конкретно это сделал, ищете ли вы этих людей, возможно, по фотографиям в социальных сетях, и вступаете ли вы с ними в переписку, пытаясь выяснить, действительно ли они были в тот момент на территории Украины? Да, это обязательно. Это, во-первых, соответствует журналистским стандартам. Во-вторых, поскольку наше агентство занимается журналистскими расследованиями, мы обязательно, собрав информацию о человеке или группе людей, которых мы подозреваем в каких-то преступлениях, а так, в принципе, всегда в нашей работе, мы обязательно пытаемся дать слово этому человеку или этой группе людей. С россиянами, конечно же, трудно. Мы можем звонить только с украинских номеров, писать им в мессенджеры. Очень редко отвечают, часто игнорируют, блокируют номера. Мы всегда стараемся связаться, иногда с родственниками, иногда вот напрямую с самими теми, о ком идет речь в наших историях. Но шансы на успех всегда обычно приближаются к нулю. Российские военные с нами не общаются. Я знаю, что с некоторыми российскими медиа они общаются. Иногда мы читаем тех, о ком мы сделали расследование. С нами, например, эти подозреваемые не общались, а потом с российскими медиа они поговорили, дали какие-то комментарии, и тогда мы их там как-то используем. Как раз недавно была громкая история, громкое Да. расследование важных историй, когда военнослужащий из Хабаровского края Даниил Фролкин признался в убийстве мирного украинца и подтвердил, собственно, что его подразделение участвовало в мародерстве. Вы имеете в виду этот случай или какие-то другие? Да-да-да, мы историю про Андреевку, это небольшое село в Киевской области, Андреевка, и там, где Фролкин, мы где-то месяц назад опубликовали в Следствие.инфо, то есть мы говорили с женщиной, у которой на телефоне было видео и селфи этого Фролкина, еще 2 его сослуживцев, то есть мы его установили именно имея этот телефон, эти фотки, которые были у местной жительницы, мы установили, что это Фролкин, мы пытались с ним пообщаться, мы сделали историю, а потом, да, где-то около 3 недель прошло, и важные истории сделали свое расследование. У них, конечно, был большой плюс в их истории, что они пообщались с самим Фролкиным. С нами он не общался, а с ними он пообщался, и более того, признался в части преступлений, которых, собственно говоря, и мы описывали. Да, вот как раз вот тут вот есть разница конкретно об этой истории про Фролкина. Мы нашли, рассказали историю, там прокуроры тоже этим занимаются в Украине. Эти люди, Фролкин в частности, там и другие люди, которые были в Андреевке, я имею в виду российские солдаты, они там под следствием находятся в Украине или получили подозрение. С украинцами эти солдаты не общаются, вот с россиянами пообщались. А ці здараюцца памылкі пры ідэнтыфікацыі праз фота і відэа, бо памятаем выпадак з Сергеем Калацэем, жыхаром Мозыра, якога назвалі адным з першых падазраваных у злачынствах у Бучы. А пазней, як сталі высвятляць, апынулася, што мужчына нават у войску не служыў, яго назвалі камандзірам Нацыянальнай гвардыі Расіі. І з паштовага аддзялення ён дасылаў аўтамабільны дэталь, так, і абвестку аб распродажы ён паставіў яшчэ да пачатку вайны на сайт, то бок там былі звесткі, якія пацвярджалі ўсё ж такі ягоную недатычнасць да падзеяў у Бучы. Да, мы общались с Сергеем Калацеем, мы пытались записать с ним интервью, он отказался, он предложил приехать с нашим журналистом
в Беларуси, поговорить с ним там. Ну, вы понимаете, интересное предложение в свете тех событий, которые происходят. То есть мы пытались с ним записать интервью, потому что у нас тоже были собраны факты конкретно по Колоцею, которые говорили о том, что он мог присутствовать в Украине. И самым важным было то, что его опознали вот по фотографиям. Он был опознан. Его опознали люди из Киевской области, которые, вот, собственно, говорили, что это был он. Но, к сожалению, и для нас, и для украинских правоохранительных органов у нас нет доступа к тем, кто подозревается в преступлении, да, чтобы допросить, до того, как вы, ну, я имею в виду сейчас правоохранителей, да, допросить и показать эти факты, провести следственный эксперимент. Ну, доступа нет, и потому те факты, которые собираются, даже там, я так понимаю, по телефону, по видеосвязи, эти люди отказываются общаться не только с журналистами, а и со следователями, потому собираются факты в таком порядке, в котором это возможно, учитывая, что потенциальные преступники не находятся на территории Украины или не находятся на территории, которая в данный момент контролируется украинским правительством. Потому это, конечно, довольно трудно и для правоохранителей, и для нас, как для журналистов. Мы прилагаем большое количество усилий, чтобы не было ошибок, но учитывая сложность ситуации, что преступники не в нашей стране, да, я думаю, такое вполне возможно, но, как я понимаю, ситуация по Колоцею дальше не закрыта. Он не общался с правоохранителями украинскими. А наколькі я ведаю, ён звяртаўся ва ўкраінскую пракуратуру, і я цябе магу дадаць, што тэлеканал Белсат таксама тэлефанаваў мужчыне, які ў Расію, які купіў гэтую дэталь, і ён пацвердзіў, што ён яе атрымаў па пошце, але ён не ведае Мікалая. Прынамсі, такую інфармацыю ведаем мы. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі была Ганна Бабінец, галоўная рэдактарка парталу Следства Інфо. Мы размаўлялі пра тое, як журналісты дапамагаюць выкрываць злачынцаў ваенных злачынстваў ва Ўкраіне. Да, действительно, тех российских военнослужащих, которые совершают военные преступления или которые подозреваются в их совершении, такие расследования выходят и в Украине, и в России, и также выполняются журналистами разных международных СМИ. Продолжаем тему. Путин воюет руками самых бедных. Так считают авторы проекта «Удмуртия против коррупции». Это один из регионов России, откуда отправляют контрактников на войну в Украине. Местные жители по-разному относятся к происходящему в Украине. Подробности в нашем материале. Удмуртская республика или просто Удмуртия – субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Живут здесь около 1,5 миллиона человек. Каждый 8-й из них живет за чертой бедности. С началом спецоперации, так в России называют развязанную войну против Украины, ситуация только ухудшилась. Деревня живет, только жизнь не больно-то сладкая сейчас. Ну, я не обижаюсь, я себе заработала. Я себе пенсию заработала, ребята. Этому я радуюсь. Надежда считает, что простые люди не несут ответственности за происходящее в Украине. Непосредственных виновных в войне женщина назвать не может. Только вот на Украине хоть бы перестали. Ну, это чья работа? Это же не наша. Не мы, люди простые, это делаем. Я Путина, например, не виню, я не знаю. Это я не понимаю. Казалось бы, в Удмуртии располагается и знаменитая компания «Калашников», где производятся различные виды оружий и снарядов, и автомобильный завод «Лада Ижевск». Средняя зарплата в столице 48 тысяч рублей. А в 35 километрах от Ижевска, в селе Бураново, работы почти нет, говорит местный житель Денис. С началом так называемой спецоперации стало только хуже. Что поменялось? Ну вот, скажем, работы пока не стало, да? Это самое... А так про другое, я не знаю, как сказать даже, что. Ничего и вроде не поменялось. Если бы я знал, как это остановить еще. Вот, да. Это вопрос такой. Это вопрос, наверное, скорее всего, не только к России, да, это и вопрос к Украине. Это хотят они этого или нет вообще. Украина — это часть России, все равно, мне кажется. И должны дружить. Так что это очень плохо, то, что у нас такие междоусобицы. Такого не должно быть. Другие жители села также возмущены происходящим в республике. Работы нет, техники для работы на полях тоже. На работу тут тракторов-то тут нет, уже мало все.
Комбайнов я не вижу. Нигде. Однако, несмотря на все проблемы, Николай точно знает, чем закончится конфликт России и Украины. Наши победят, все. Взять этого артиста, у них президент. Лишь привезти сюда Путину. Пусть разберется. Бандеровец. Проект Ивана Елисеева «Удмуртия против коррупции» в конце мая сообщал, что лишь 4 из 38 официально погибших жителей Удмуртии в Украине жили в Ижевске. Следовательно, в других районах республики зафиксировано в 9 раз больше погибших, чем в столице. Путин воюет руками самых бедных. Такое заявление выдвинули авторы проекта. По их словам, жители районов Удмуртии чаще соглашаются идти воевать, так как кроме службы в армии здесь больше не остается никаких перспектив. Насколько велики реальные потери жителей Удмуртской республики на войне в Украине, остается только гадать. Ну а сейчас в нашем эфире короткий обзор новостей. Казахстан на год останавливает экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения. Такое решение приняла комиссия по оборонной промышленности страны на специальном заседании. Ранее страна отвергла отправку в Украину войск Организации договора о коллективной безопасности. Также Казахстан отклонил просьбу России о присоединении своих войск к наступлению в Украине. Злучаныя Штаты павялічаць вытворчасць ракетных сістэмаў «Хаймарс» і высокаскладаных снарадаў да іх далёкасцю да 80 кіламетраў. Прэс-служба Пентагону паведаміла, што апроч сродкаў на папаўненне запасаў зброі, Міністэрства абароны атрымала дадатковыя грошы на пашырэнне і паскарэнне вытворчасці. Павелічэнне вытворчасці зброі звязана ў першую чаргу з дапамогай Украіне ў вайне супраць Расіі. Но Франция и Германия выскажутся против запрета выдавать шенгенские визы россиянам. Агентство Bloomberg сообщило, что совместное заявление две страны обнародуют на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, который пройдет в Праге. Франция и Германия настаивают на том, чтобы выдача виз продолжалась тем россиянам, которые не связаны с правительством, особенно студентам, художникам, ученым и профессионалам. Соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят запретить въезд всем российским туристам. На волю выйшаў палізняволены Александр Захарэвіч. Яго затрымалі ў лістападзе 2020-го і абвінавацілі ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка органа ўнутраных справаў. Падчас мірнай акцыі Александр наступіў на нагу даішніку, уцякаючы ад міліцыянтаў. Спачатку затрыманага пакаралі арыштам, а потым распачалі крымінальную справу. Сваю віны Александр Захарэвіч не прызнаў і цалкам адбыў пакаранне – 2 гады пазбаўлення волі. Завтра стартует первая миссия по лунной программе «Артемида». Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике. Запуск ракеты-носителя с кораблем «Орион» без экипажа на борту будет транслироваться в прямом эфире. Его полет продолжится 42 дня. Это первый этап программы «Артемида». Следующим станет пилотируемый облет Луны, а третьим – полет с высадкой астронавтов на Луну. Ну і перейдзем да наступнай тэмы. Як існуе мастацтва і музыка падчас вайны. Пра неверагодную ролю украінскага народу і кранальны зварот да нас, беларусаў, ужо цяпер вашай увазе у фрагменце інтэрв'ю украінскага гурта «Антитела». Эксклюзіўную размову запісала Александра Шапаліна. Тарас, приветствую тебя на Белсате. Спасибо огромное, что нашел время и пришел к нам, и что у нас появилась возможность с тобой лично поговорить о том, как ты лично, как весь твой коллектив, как твой народ переживает это время, в том числе о твоем творчестве. Хотела тебя спросить про твою поездку в Варшаву. Сейчас это первый выезд твой за границу после 24 февраля, правильно? Так, привіт всім. Дякую, що запросили. Можешь рассказать про свои ощущения? Как вы, собственно, выезжали? Как ты себя здесь чувствуешь? И как прошел концерт? Ну, я не знаю, чи, мабуть, все-таки варто розказати передумови, чому ми сюди приїхали і що ми робили протягом 6 місяців. Від початку війни, навіть ще до, антитіла вступили до Сил територіальної оборони. Коли почалася війна, ми відправили наших дружин в більш безпечне місце на захід країни і самі прибули в місце дислокації нашого батальйону. І так, починаючи з 24 лютого і до
скажімо, того моменту, як ми перетнули кордон з Польщею, ми служили і, в принципі, продовжуємо бути військовослужбовцями батальйону територіальної оборони. Але десь близько тижня тому назад головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Федорович Залужний відкомандирував гурт антитіла з передової, де ми служили протягом цього часу, з півночі Харківщини, назад в Київ. І тепер ми вже не будемо виходити по бойовим розпорядженням на нуль, на фронт, як парамедики, а будемо, скажімо, робити роботу в іншому форматі, підтримувати батальйон, приймати участь в мистецьких акціях, підтримувати дітей загиблих в нашому батальйоні. І от цей виїзд, який стався, це якби в форматі цієї роботи вже. Ми приїхали для того, щоб заспівати з Ед Шираном на стадіоні в Польщі. І ми вже це зробили. Це сталося досить потужно і вдало. Ми підняли український прапор, сказали слова вдячності польському народу. І, власне, коли ми приїхали в Варшаву, то це, звичайно, абсолютно інше відчуття. Якщо взагалі порівнювати з тим, як воно на фронті, то це постійні обстріли, це побратими, які гинуть, це відірвані руки, ноги, це кров, це жахливі обставини, в яких ти мусиш бути, і, незважаючи ні на що, виконати свій основний обов'язок врятувати життя, тому що ми працювали як парамедики. А тут ти приїжджаєш, і це такий бізі таун, мирне життя, люди спішать по своїм справам, і це нормально, це класно, що люди мають можливість жити, розвиватися, мріяти, творити. Єдине, що пересмикує в цьому всьому, це коли над Варшавою літають вертольоти, і ти так трошки пригинаєшся, тому що ці звуки там, на передовій, це вони передвіщають або підтримку твоєї авіації, що не досить часто трапляється, або наближення авіації ворога, і якщо вертольоти ворога летять, це досить готуєшся до всього, що може бути найгірше. А нет ощущения, что боль настолько большая, чтобы о ней говорить, и никакого языка, никакой песни будет недостаточно. Как бы это ни сделать, как бы это ни спеть, как бы это ни сказать, это все будет не то. Є відчуття, що біль народу величезний. Ця рана, вона ще буде загоюватися дуже довго. Але і ненависть, величезна ненависть до росіян, до всіх росіян, які є відповідальні за цей режим, який намагається знищити нашу націю, наш народ. Біль і ненависть. Але функція музиканта – не поглиблювати це, не ковиряти рану, а дати можливість їй загоїтись якось, допомогти, дати світло. І, можливо, навіть якщо і написати щось сумне, щоб людина виплакалася, їй стало легше. Тобто антитіла про це. І я впевнений, що наша майбутня музика, принаймні, я би дуже хотів, щоб наша майбутня музика, наші майбутні альбоми, вони були наповнені світлом і були радісні. Чому? Тому що я знаю, що ми виграємо цю війну. І я знаю, що прийде момент, коли ми почнемо будувати нову мирну, незалежну державу. А там потрібен буде хороший муд, хороший настрій. Я хочу звернутися ще до Білорусі. Да, пожалуйста. Любі, нам не вистачає вас в нашому трикутнику Україна-Польща. Не вистачає вас в цьому, можливо, поки що неформальному, але майбутньому потужному союзі. Так що давайте прискорюйтесь, ми чекаємо. Поки ми прикриваємо і отримуємо від вас прильоти по нашій країні, поки з вашої території летять ракети і знищують наших дітей і жінок, ми боремося і все одно віримо, що ваш розум, ваші мізки колись буде звільнено від того ментального і великою мірою фізичного рабства, в якому ви зараз перебуваєте, живучи при цьому режимі, який контролює вашу країну.
Але дивіться на нас. Я впевнений, що ми колись порозуміємося обов'язково і знайдемо шлях, як жити разом в мирі, в злагоді. Вам давно потрібно повертатись додому, до цієї великої родини, яка вас чекає. І я впевнений, що настане час, і ви знайдете сили і зміните в першу чергу всередині своєї країни, тому що ніхто за вас цього зробити не зможе. Ми зможемо лише стати поруч і допомогти. І, можливо, якимось чином віддячити тим добровольцям-білорусам, які зараз протистоять окупації, протистоять державі-терористу разом з нами, спільно, пліч-опліч. Ми дуже цінуємо це. І знайте, що ми чекаємо вас. Вже час прийшов, пора. 9 утра на часах. С вами по-прежнему мы, Юлия Лобанова и Маша Макарова. И давайте подробнее о тех темах, которые обсудим во второй части нашего выпуска. В Екатеринбурге протестуют против уголовного дела в отношении Евгения Ройзмана. Возможен ли массовый протест? Бывай, Галіяфы. У Менску зачынілася апошняе незалежнае выдавецтва «Кнігарня». Абмяркуем лёс беларускай кнігі. В школах России начнутся уроки о важном, о спецоперации, смерти за Родину и о Донбассе. Обсудим реакцию на это нововведение. В Екатеринбурге сегодня пройдет пикет в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Его задержали по обвинению в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Однако силовые структуры сработали на опережение и уже объявили готовящееся мероприятие незаконным. Так силовики пришли в дом одного из организаторов акции, к председателю молодежного крыла партии «Яблоко» Егору Ткаченко. Его заставили подписать предостережение, в котором говорится о недопустимости незаконных массовых мероприятий. Теперь Ткаченко не сможет принять участие в протесте, однако ожидает, что протест все же состоится. Начало акции в 16:00 по местному времени. Место сбора участников – парк 50-летия ВЛКСМ. Это не первое мероприятие в защиту Ройзмана. Ранее екатеринбуржцы выходили на молчаливую акцию, в ходе которой были задержаны несколько человек, а также проводили традиционную пробежку по набережной городского пруда, которую ранее организовывал сам Ройзман. И к нашему эфиру присоединяется председатель Свердловского молодежного яблока Егор Ткаченко, про которого я только что говорила. Давайте подробнее обсудим происходящее с Евгением Ройзманом, происходящее в Екатеринбурге. Егор, доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы уже рассказали про то, что вы вряд ли сможете принять участие в сегодняшней акции протеста, которая пройдет в Екатеринбурге в поддержку Евгения Ройзмана и против того уголовного дела, которое было заведено в отношении экс-мэра Екатеринбурга. Какие вообще сейчас настроения в городе и готовы ли люди выходить за мэра, который все-таки, есть такие ощущения, был народным мэром и много сделал для вашего города? Да, безусловно, такие люди есть, и их много, и эту акцию, которую собираемся мы проводить, на нее собираются идти не только представители нашего движения, но и представители других организаций городских. Поэтому у меня есть данные, то, что на акцию в условиях, когда акция была достаточно под давлением. Я хотела бы немножечко остановиться на персоне Евгения Ройзмана, потому что я белорусская и выросла в стране, где мэров назначают, а не выбирают, а Евгений Ройзман еще был выбранным мэром. Так вот, хотелось бы о том, если люди настолько его поддерживают, чем он запомнился им, какими достижениями, может быть. Евгений Ройзман, прежде всего, он не называет себя политиком, он считает себя, прежде всего, историком. Еще до того, как стать мэром, он был известен тем, что был организатором фонда «Город без наркотиков», чьей заслугой является снижение уровня наркозависимых в нашем городе. Он также является основателем музея Невьянской иконы исторического. И прежде всего он запомнился своей искренностью и открытостью. Каждую неделю он проводил публичные приемы, и это было совершенно нетипично для российского мэра.
И на этих приемах, я так понимаю, решались человеческие вопросы в Да, лучшую да, сторону. именно. А какими вопросами, вот кроме вопроса наркозависимости, борьбы с наркотиками, Евгений Ройзман занимался в Екатеринбурге? И занимается, насколько я понимаю. Ну, он все еще, у него есть собственный благотворительный фонд Евгения Ройзмана, и уже от его имени он проводит, получается, приемы. Это, в принципе, все, чем он... Это, все, собственно, все, что я на данный момент знаю о его персоне. То, что он был основателем собственного благотворительного фонда, известного во всем городе. Егор, мы говорили о том, что к вам приходила полиция, чтобы вынести предупреждение о недопустимости массового протеста в Екатеринбурге, проведения пикетов. Известно ли вам о таких подобных случаях? Предпринимает ли сегодня, возможно, полиция какие-то другие действия, чтобы не допустить проведения пикета в городе? Ну, вот этот вот приход был пока что единственным, то есть к другим потенциальным участникам акции не приходили, и каких-то еще действий не было. Ну, из известных, из тех, которые были в СМИ и которые мне было бы известно. А можете подробнее рассказать о том, как к вам пришла полиция, что вам говорили, как мотивировали то, почему вы не должны выходить сегодня на пикет? Это произошло в районе 3-4 часов в 5. Дома моих родителей не было. Но полицейские это не смутило, то, что они не могут зайти в мою квартиру, поскольку я несовершеннолетний. Они, значит, пришла участковая и выдала мне вот это вот самое предупреждение. Предупреждение это не является, по сути, официальной бумагой, пока ее не подпишешь. То есть, если ты подпишешь это предупреждение, ты фактически отказываешься от участия в акции. И, значит, все еще совершенно не ясно, на каком основании они зашли в квартиру, если дома не было моих законных представителей. То есть, это нарушение. Вы как раз представитель молодежного яблока, молодежного Свердловского яблока, и кажется, что очень много молодых людей в последнее время из России уехало или планирует уехать, потому что страна оказывается в изоляции, сложно продолжать нормальное обучение, сложно вести политическую деятельность. Вы, как я понимаю, остаетесь в Екатеринбурге. Планируете ли вы по-прежнему оставаться в России, связываете ли свое, в том числе, политическое будущее с родной страной или какие-то другие планы у вас есть? Безусловно, я собираюсь оставаться в России, я не собираюсь на данный момент уезжать, потому что я не считаю, что из-за границы можно вести достаточно активно политическую деятельность, и поэтому, если мы хотим изменять нашу страну, мы из принципа должны оставаться здесь. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Будем сегодня внимательно наблюдать за тем, что происходит в Екатеринбурге. Напомню, что там должен состояться протест против уголовного дела, заведенного на экс-мэра, общественного деятеля из Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его обвиняют в дискредитации, так называемой дискредитации российской армии. Так что посмотрим, как этот протест сегодня в 16 часов по местному времени будет выглядеть. Я толькі згадаю, што яго ўжо прызналі незаконным, і пакуль не зразумела, ці выйдуць на пратэст людзі ва ўмовах цяперашніх расійскіх, калі вельмі вялікі пераслед. Действительно, Евгений Ройзман был выбранным мэром Екатеринбурга. Сейчас в Екатеринбурге не существует прямых выборов мэра. Ну и, конечно, Евгений Ройзман яркий российский оппозиционный политик, который славится не только своими такими острыми ответами на публикации в Твиттере, которые как раз в момент заведения на него уголовного дела собрали журналисты. Кстати, вчера в Екатеринбурге зарегистрировалось какое-то невероятное количество Евгениев Ройзманов в Твиттере, которые пытаются делать то, чего теперь сам Евгений Ройзман делать не может, отвечать на разные публикации пропагандистов в этой социальной сети. Евгений Ройзмана, суд для него избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это как раз использование интернета и участие в публичных мероприятиях. Сам Евгений Ройзман пытался в суде доказать, что ему необходимо заниматься той деятельностью, которую он ведет в Екатеринбурге. Он известный общественный деятель,
деятель, который занимается помощью самым уязвимым слоям населения. Об этом Евгений Ройзман неоднократно рассказывал в своем Фейсбуке, помощью тем, от кого, в общем-то, отворачивается российское государство, кто оказывается в сложной материальной и социальной ситуации. Ну, известен, конечно, Евгений Ройзман борьбой с наркозависимостью среди российских граждан, среди жителей Екатеринбурга. Критиковались правозащитниками методы, к которым прибегала организация Ройзмана, но, тем не менее, эту борьбу он довольно эффективно вел. Ну, таксама Ройзмана называюць фактычна апошнім апазіцыянерам, які дагэтуль заставаўся ў Расіі і якога не краналі, но як бачым, што ситуация изменяется. Есть такая фотография, где сидит Илья Яшин, Евгений Ройзман, Владимир Карамурза-младший. Ну и вот Евгений Ройзман был как раз единственным, кто оставался из этих политиков на свободе. Теперь Евгений Ройзман под запретом определенных действий находится. Ну, на гэтым перайдзем да іншай тэмы. За радзіму маці не страшна паміраць. Ноу-хау у расійскіх школах. У новым навучальным годзе навучэнцам кожны тыдзень збіраюцца распавядаць, што вайна ва ўкраіне ёсць прыкладам сапраўднай любові да краіны і расійскага народу. Сапраўдны ж патрыёт паводле новых учэбных метадычак мусіць быць заўсёды гатовы памерці за шчасце радзімы. Вучыць расійскіх школьнікаў радзіму любіць будуць у тым ліку пафаснымі гераізаванымі расповедамі пра расійскіх вайскоўцаў, удзельнікаў так званай спецыяльнай аперацыі. Вучняў плануюць данесці думку, што патрыётам нельга стаць, проста дэкларуючы лозунгі. Маўляў, сапраўдныя патрыёты тыя, хто гатовы абараняць Расію са зброяй у руках. У метадычных матэрыялах таксама прапісаныя вынікі, якія павінны дасягнуць настаўнікі. Гэта цытата разумення навучэнцамі мэтаў спецыяльнай ваеннай аперацыі, таго, што жыхары Донецкай народнай рэспублікі і так званай Луганскай народнай рэспублікі расійскія людзі, таму важна іхнае вяртанне ў Расію. Продолжим обсуждать эту тему. К нашему эфиру присоединяется Ирина Долинина, журналистка издания «Важные истории». «Важные истории» как раз сделала такой подробный разбор вот этой новой программы уроков о важном, которые начнутся в российских школах с этого учебного года. Давайте подробнее обсудим, что это будут за уроки и как они воспринимаются россиянами. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Уроки о важном пройдут в российских школах во всех классах. С какого возраста должны российские дети узнавать о том, что на самом деле важно? Ну и что такое важное в понимании вот этой новой учебной программы? Уроки будут проходить во всех школах с 1 класса каждую неделю, как внеурочная деятельность, но при этом, судя по всему, посещение будет обязательное для всех учеников. И понятие разговора о важном, оно очень хитрое. То есть там есть, конечно, уроки, например, День космонавтики, женский день, какие-то такие уроки, но при этом, судя по разговорам с учителями, это просто прикрытие. И на самом деле в каждом уроке так или иначе будет как-то вплетаться все-таки тема войны. Как, например, мы расписали урок «Наша страна Россия». Он будет первый после Дня знаний, то есть буквально дети 1 сентября, видимо, там встретятся, поговорят про День знаний, и со следующей недели им начнут рассказывать про войну в Украине. Вот. И буквально там 1-2 классы, может быть, это еще не совсем затронет, хотя там уже начинают их подготавливать какими-то косвенными, в общем, по косвенным признакам, что рассказывают условно, что в России можно защищать, что вот такая природа, такие животные, такие птицы, любить родину, это вот любить и защищать ее, а уже 3-4 классу они переходят к, как они сами расписали, понятию, что не только надо любить родину со стороны и смотреть, любоваться, но нужно уметь ее защищать, нужно служить, нужно брать оружие. И дальше, вот как вы процитировали, вот эти вот наши заголовки, это то, что мы взяли просто из этой программы, когда они ожидают примерные ответы детей на вопрос учителя, как нужно постоять за свою родину, чтобы родина стала еще краше и богаче. Это как раз то, что обсуждали условно для 1-2 классов. Вот. И примерные ответы детей, которые ожидают автор методички, это вот что за родину, мать, не страшно умирать, родину любить
быть родине служить. И там просто настолько идет вот эта манипуляция сознанием постепенная, что в этом моменте учитель подхватывает детей, которые отвечают про родине служить, и говорит: теперь вы в группах, в парах напишите, посоветуйтесь, что значит служить. Но я вам оставила примерные подсказки на доске, что значит служить. И первым же пунктом идет исполнять воинские обязанности, быть на военной службе. И только вторым — работать, трудиться во имя чего-либо. То есть цель, вот это важное, да, в понятии, то, что вы спросили, в понятии российских властей, важное только одно — внушить детям, что война — это правильно, то, что происходит, ну, и даже не столько это, а столько то, что когда-то им придется пойти воевать, и это важно. И они должны быть к этому готовы. То есть они их растят просто буквально сейчас со школы для этого. Как вы думаете, самим ученикам будут ли интересны такие занятия, уроки и, в общем-то, такие посылы жертвовать своей жизнью ради Родины? Я не знаю, как к этому отнесутся дети начальных классов. Вот. То есть в этом плане, наверное, тут сложно. Тут как раз я очень удивилась. Мы когда стали разбирать, мы сначала увидели методички для средней школы, и там как-то более-менее понятно, потому что в средней школе ты чуть постарше. 5-7 класс — это, конечно, тоже очень жестоко, но все равно у тебя чуть-чуть как-то включается критическое мышление, ты больше, наверное, с родителями, с друзьями где-то начинаешь что-то обсуждать. Может быть, там в каких-то более старших классах уже даже СМИ читаешь. Вот, ну, все в зависимости от твоего окружения. Но 3-4 классы, вот, которых я сейчас вот описала, вот этот планомерное такое промыв мозгов, что такое служить Родине, что нужно идти воевать, и еще и не страшно должно быть за Родину умирать. Я не знаю, как к этому отнесутся дети. Вот, то есть, мне кажется, если такие занятия проводить каждую неделю, то на кого-то они, наверное, и проводить именно так, как это написано в методичке. То тоже важно понимать, что камеры все-таки еще в школах в каждом классе не стоят, и приходить с комиссией смотреть, как каждый учитель соблюдает сценарий, никто не будет. Но, условно, если проводить его по тому сценарию, который действительно есть, вот добросовестный учитель проводит занятия именно так. И каждую неделю, то я боюсь, в ком-то, наверное, это может пробудить какие-то чувства, не знаю, возможно, агрессии, да, потому что все-таки там настаивают на том, что нужно именно защищать с оружием. Возможно, это будет провоцировать какие-то конфликты в классе. Вот. Именно с младшими классами это очень сложно. Но при этом, когда мы разговаривали с родителями, как ваши дети отнесутся, как вы сами относитесь к этому, к сожалению, некоторые говорили, что дети даже чуть постарше классов, они поддерживают войну просто потому, что у них в окружении так модно, они не совсем разбираются, но у них модно говорить, что мы за Россию все равно, Россия все равно права, то есть вот в таком каком-то плане. Они, видимо, не совсем анализируют все-таки все, что происходит, но им важно как-то сплотиться вот, в своей группе. И это тоже, опять же, вопрос, в каком классе, на какую почву такие занятия лягут. Если вот, например, какой-то такой класс, который решил, что важно сплотиться на этой теме, да, и они как-то булят, травят аутсайдеров, которые, наоборот, выделяются, и, может быть, им родители говорили про войну правду, то тогда, наверное, возможно, они на этих уроках, я не знаю, во что это превратится. Ирина, а как реагируют учителя? Попали ли уже эти методички в российские школы? И есть ли какая-то лазейка, какой-то вариант, чтобы избежать все-таки проведения так называемых уроков о важном? Мы не успели провести прям массовый опрос, и, насколько мы понимаем, вообще об уроках о важном объявили в июле, но не было еще методичек, не было сценариев. То есть в какой момент их выложили, мы точно не знаем, но, скорее всего, вот как раз ближе сейчас к сентябрю, когда учителей уже активно готовят, там у них проводят в школах встречи по поводу 1 сентября, по поводу программы там, на учебный год следующий. С учителями сложно, то есть насколько вот мы общаемся, я так понимаю, все-таки в большинстве своем многие не будут отказываться
Вот, потому что они смогут, их просто уволят, например, да, и это их единственная работа, и это все-таки тоже тяжелая ситуация. Но пошла какая-то реакция, например, в Твиттере, когда мы опубликовали материал, и некоторые учителя пишут, что нет, я ни в какую не буду проводить, я буду отказываться. Нам одна учительница тоже так сказала, я буду проводить дополнительный урок математики. То есть те, кто из детей будут готовы оставаться, захотят позаниматься, будем дополнительно заниматься математикой. Вот оценить, какой будет уровень вот этого протеста, потому что, опять же, это пока на словах, и надо посмотреть, что будет дальше, потому что так проведут они один урок математики в другой школе, учитель еще что-нибудь проведет, дальше их вызовут к директору, дальше будут какие-то проблемы, потому что в школах вводят специальную такую должность советник директора по воспитательной работе, который, видимо, будет за этим следить. Это как в университетах российских обязательно сидит ФСБшник, да, В отделе должности международного сотрудничества, да. советник ректора, да. Там, И они присутствуют прямо на занятиях или не обязательно? ФСБшники в университетах, им передают, насколько я знаю, когда я занималась темой университетов, мы делали тоже расследование, им передают записки, они вербуют учеников, чтобы они записывали на диктофон занятий, передавали им, когда учителя отклоняются как-то, да, или, не дай бог, что-нибудь, допустим, хорошее про Навального скажут, условно, какие-то такие моменты. Как вот здесь в школе это будет работать, для меня это просто шок, что это уже даже в школах, я не говорю, что это будут ФСБшники, я не знаю, я сомневаюсь, что они, да, их хватит на все школы. Но при этом эта должность, она вот этой хитрой формулировкой напоминает как раз то, что происходит в университетах. И опять же, будет ли этот человек, например, за этим следить? То есть насколько массовый будет протест учителей, и смогут ли они вообще его реализовать? Потому что даже если он начнется после нескольких таких бесед с директором или вот с этим советником, не пойми из каких структур, что будет дальше? Возможно, их как-то таким образом все-таки заставят проводить эти занятия. Потому что, учитывая пафос и размах, я не думаю, что они дадут это все просто слить в легкую. Ирина, еще такой вопрос. По российским программам начнут учиться также на оккупированных территориях Украины. В этом учебном году туда завозят российские учебники. Коснутся ли вот эти уроки о важном, растолковывающие старшим классам суть так называемой спецоперации, также украинских детей, которые оказались в этих оккупированных регионах страны? Пока сложно понять, но я боюсь, что да, потому что как иначе, если их все-таки они пытаются заставить их учиться по российской образовательной программе, то теперь это обязательный пункт ее. Поэтому, в принципе, логично предположить, что, конечно, их это коснется. Вот. То есть, может быть, что-то будут немного видоизменять, но я не думаю, что им сделать какие-то отдельные методички. Скорее всего, так это и останется. И будут также прививать вот эту любовь к России, которую они видят с оружием в руках. Вот, поэтому, учитывая, что да, я думаю, да. Многократно также говорилось о том, что российских учителей вербуют для отправки на оккупированные территории Украины, для того, чтобы как раз ввести в жизнь вот эти российские программы, ну и вообще восполнить утраченный состав, видимо, учителей в украинских городах, которые оккупированы Россией. Известно ли вам, насколько массовое это явление, насколько российские учителя готовы ехать туда, где идет война? Мы пытаемся тоже, да, сделать эту тему и связаться с такими учителями, но, к сожалению, они не очень охотно выходят на связь. Понятно, потому что те, кто соглашаются, они все-таки не хотят разговаривать с независимыми медиа, потому что, судя по всему, они определенных взглядов. Я не думаю, что, насколько мы понимаем, там не вербуют совсем. Те, кто против, их не смогут насильно заставить ехать в самопровозглашенной республике преподавать. И поэтому туда, судя по тому, как нашим коллегам там, из других изданий удалось все-таки с несколькими учителями поговорить, это едут идейные пока учителя, у которых у самих в голове что-то похожее на то, что в голове у российской власти.
Вот, либо они, по крайней мере, делают вид. И поэтому вербовка неугодных, то есть тех учителей, которые туда могут приехать и что-то рассказывать не то, я так понимаю, не происходит. То есть скорее заманивают какими-то плюшками, да, какими-то надбавками все-таки тех, кто более-менее с линией партии солидарен. Спасибо за ваш комментарий. Ирина Долинина, журналистка важных историй, по-настоящему важных историй, а не так, как уроки о важном, была гостьей нашего эфира. Ну а мы движемся дальше. Не отождествляйте всех белорусов с нынешними нелегитимными властями нашей страны. Так к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились белорусы, проживающие сейчас на территории Украины. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского президента. В ней белорусы говорят о самых распространенных проблемах, с которыми столкнулись в Украине после начала полномасштабной войны. Среди прочего, отказы пограничных служб по въезде в страну, невозможность продлить свой легальный статус, оформить вид на жительство. На данный момент петицию подписало 371 человек. Я напомню, чтобы документ рассмотрел президент страны Владимир Зеленский, и петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Ну и обсудим эту ситуацию подробнее с одним из авторов петиции, Никитой Пастуховым. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как вы думаете, почему до сих пор Украина не отреагировала на сигналы белорусов о том, что необходимо помочь им с легализацией, с документами? На ваш взгляд, единственный шанс — это Владимир Зеленский? Если говорить объективно, это не самая основная проблема Украины. Мы все ждем победу. После победы я уверен, что все наладится, все будет хорошо. Но люди, которые здесь жили до войны, которые уже интегрировались в экономику, в сферу жизнедеятельности Украины, имеют друзей, коллег, семьи, детей, те находятся сейчас просто в уязвимом состоянии. По факту юридически все работает, все процедуры есть. Даже в любой инстанции скажут, что нет никаких проблем. Проблемы начинаются на местах. То есть то, что прописано в законе, не работает на данный момент, и нет объективной причины, мотивированного ответа, почему это не работает. И мы просим, назвали меня автором громко, я вносил небольшие правки, но тем не менее я в курсе, с чего начиналась эта петиция и что мы хотели. Это первое, это отойти от основной петиции, где белорусов равняли с гражданами агрессора, гражданами РФ. Мы не хотим становиться в одну шеренгу с ними. И о том, чтобы на этот вопрос обратили внимание. Сейчас белорусы, которые жили, живут и хотят оставаться жить в Украине, находятся просто в уязвимом положении. И мы хотим это донести до президента и попросить его о помощи. Як думаеце, ці будзе такі шанс, бо 25 тысяч галасоў ўсё ж такі вялікая лічба, а пакуль маем 400. Колькі яшчэ ёсць часу, каб сабраць гэтыя галасы? Вообще петиция рассчитана на 90 дней. Я уверен, что мы соберем эти голоса, если помогут все, кого-то столкнулась с этой проблемой, все, кто живет сейчас, белорусы в Украине, начнут активнее с этим работать, то мы наберем эти голоса, в том числе и с вашей помощью. Я тоже общался с другими журналистами. Все говорят, что нужно, чтобы кто-то известный просто прокомментировал это и был готов проговорить с журналистами вот эти вот вопросы. То есть нужно освещать. Я могу от себя сказать, что моя жена, гражданка Украины, она, прочитав петицию с предыдущей, она не была согласна, опять же, потому что там были граждане несоюзного нам государства. А эту она подписала, прочитала, родственники подписали, друзья подписали, коллеги подписали. То есть у тех, кто живет здесь, белорусов, есть люди, которые напрямую говорят, даже если тебя будут забирать отсюда, мы тебя не отпустим. И они с радостью подпишут это. И эта часть достаточно, даже будет больше, я думаю, 25 тысяч. А контактировали ли вы по этому поводу с офисом Светланы Тихановской, с Объединенным переходным кабинетом? Есть ли какая-то реакция со стороны белорусского демократического движения? Насколько я помню, некоторые случаи, когда не продлевали, не выдавали вид на жительство в Украине, решались в таком ручном режиме. Возможно, как раз системный подход тоже в таком режиме можно каким-то образом решить.
Да, в вопросе с петицией разные люди принимают участие, и были разговоры в наших белорусских чатах о том, что обращаются к офису Тихановского. Я пока не имею информации о том, был ли какой-то ответ, было ли обращение, но мы очень хотим, чтобы нам помогли из офиса Светланы Георгиевны. Я б просто хацела нагадаць, што тыя выпадкі датычыліся сітуацыяў, калі людзям пагражала не дэпартацыя, а пагражаў прамысловы выезд з краіны. І сітуацыя ўжо была такая, калі трэба была неабходна тэрмінова дзейнічаць. Таму, уласна, магчыма, офіс Святланы Ціханаўскай і займаўся непасрэдна канкрэтнымі гэтымі асобамі. Чым яшчэ гэтая сітуацыя з адсутнасці легалізацыі дакументаў ва ўкраіне можа пагражаць апроч выезду? Ну, это невозможность нормально функционировать. То есть, даже, допустим, у меня находятся документы на продление, на этапе продления. То есть я жду 2 месяца продления вида на жительство по дозволу на иммиграцию. Я банально не выхожу дальше, не знаю, километра от дома, чтобы не вызывать каких-то там лишних напряженностей с полицией, с правоохранительными органами Украины. Это тоже минус. Невозможность там получить услуги какие-то, да, в виде там прав, возможно, медицинской помощи, но я тоже пока с этим не сталкивался. Это заблокированные банковские счета. То есть я с февраля не могу получать зарплату, я доверяю своему работодателю, он записывает все на листик. Соответственно, я не могу получать деньги в страну, в Украину, я работаю на зарубежную компанию, не могу платить в полном объеме налоги и все прочее вытекающее. То есть это ограничения, которые ставят и меня в угол, и, соответственно, Украину в угол, потому что я не один такой, нас тысячи. Никита, а с какими реакциями украинских чиновников, которые, возможно, занимаются как раз миграционными разными делами, обычных украинцев, вы встречаетесь? Есть ли понимание, что нужно изменить эту ситуацию белорусов, которые остались в Украине, или все-таки мнения здесь разнятся? Вот в этом и проблема, что мнения разнятся. Нет, вот закон един, он требует исполнения, но каждая ситуация уникальна. Вот даже пройдясь по белорусским чатам, каждый человек пишет разные истории. Другой человек думает, что это вот так и будет у него, а у него получается хуже либо лучше. И когда приходишь в отдел по работе с мигрантами, то реакции разные. Они не владеют полной информацией, они говорят: вы выедете, вот у вас там документ просрочился, да, мы его не принимали, вы выедете за границу, едете назад, и у вас все будет хорошо. Они не понимают, что в страну уже не въехать. И вот тут вот нет понимания. То ли они специально хотят, чтобы люди выезжали, у которых здесь жены, дети, работа, семья, либо просто не донесено, как работать. Многие боятся брать на себя ответственность. То есть вот здесь и суть петиции, чтобы донести до самого первого работника, к которому приходит белорусский мигрант, что нужно делать с ним, и проработать какой-то простой сценарий. Я не думаю, что это для украинского правительства такая сложная задача, и с ней нельзя справиться. Спасибо, что рассказали про эту инициативу. Никита Пастухов, один из авторов петиции, которая появилась на сайте президента Украины, касающейся легального статуса белорусов сейчас в Украине. Продолжим обсуждать эту тему. К нашему эфиру присоединяется Валерий Ковалевский, представитель по иностранным делам, заместитель главы Объединенного переходного кабинета белорусских демократических сил. Валерий, доброе утро. Добрый ранец. Добрый ранец. Вы, наверное, слышали разговор с одним из авторов петиции, с Никитой Пастуховым. Как вы относитесь к этой инициативе белорусов, которые сейчас живут в Украине, которые сталкиваются с проблемами по легализации, и готовы ли каким-то образом помочь им с распространением этой инициативы? Нужно собрать 25 тысяч подписей, сейчас собрано 371. Так, я чуў пра гэтую ініцыятыву, і сапраўды для Украіны гэта досыць нармальная практыка для грамадскага асяроддзя запускаць падобныя петыцыі. Мы чулі нядаўна пра тое, што петыцыя пра наданне грамадзянства беларускім добраахвотнікам, якія ваююць ва ўкраіне, набрала 28 тысяч подпісаў і такім чынам атрымала такое законнае права на тое, каб на яе адрэагаваў Зеленскі, і гэта здарылася. Таму для Украіны гэта досыць нармальная сітуацыя, і вельмі добра, што беларусы да яе звярнуліся зноў да гэтага інструмента. Разам з тым мы разумеем, што падобныя рашэнні яны
павінны прымацца на заканадаўчым уровні, на заканадаўчым узроўні рана ці позна гэтая петыцыя павінна прывесці ўсё адно Верховную Раду. Мы разумеем, што заканадаўства Украіны не заўсёды адпавядае рэчаіснасці. Як толькі што Мікіта расказваў, ёсць вельмі розныя выпадкі таго, з якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне, і мы са свайго боку прадстаўніцтва яшчэ Святланы Ціхановскай у Кіеве, якое да гэтага часу там дзейнічае, спрабуем вырашаць такія праблемы фактычна ў ручным рэжыме. Гэта вельмі затратна, гэта вельмі складана, гэта займае шмат часу, але ўсё ж такі падобныя праблемы варта вырашаць на заканадаўчым узроўні, так ці інакш да гэтага павінна дайсці. Тут мы разлічваем на тое, што наш дыялог з украінскай уладай працягнецца і што мы ўсё ж такі даможамся таго моманту, той увагі для беларусаў, калі падобныя змены неабходныя для нас, і яны будуць прынятыя на заканадаўчым узроўні. Наколькі памятаю, вы ўжо даўно вядзеце гэтыя перамовы з прадстаўнікамі украінскіх уладаў пра вырашэнне пытання для беларусаў. На якім этапе цяпер перамовы, што, магчыма, абяцаюць чыноўнікі? Скажем так, гэта контакты, гэта абмены думкамі, меркаваннямі. Аддаем належнай сітуацыі, у якой знаходіцца зараз Украіна, гэта вайна, што ўсё ж такі скіраваныя яе погляды і увага на іншыя пытанні, больш прыярытэтныя пытанні выжывання ў гэтай сітуацыі. Акрамя таго, аб'ектыўна, конечно, беларусы з'яўляюцца грамадзянамі краіны суагрэсара у гэтай вайне. Дадам яшчэ таксама, што Украіна займае зараз даволі актыўную пазіцыю, настойліва патрабуе адмены віз для расіян у Еўрапейскім звязе. Таму пакуль мы працуем над тым, каб вырашыць праблемы, напрыклад, з ВНЖ для беларусаў ва ўкраіне, Украіна ідзе далей. Украіна настойвае на такіх зменах, якія яшчэ больш могуць пагоршыць стан беларусаў, таму што ініцыятыва пра расійскія візы ці візы для расіян, яна таксама закранае і беларусаў. Мы бачым па рэакцыі краін Балтыі, Чэшскай рэспублікі, што яны таксама заяўляюць падобныя мэты, абмяркоўваюць магчымасць таго, каб увесці такі візавую забарону для грамадзян Расіі, але таксама і для Беларусі. Таму для нас гэта становіцца ж сукупнасцю такіх выклікаў, з якім нам трэба спраўляцца нейкім чынам. Гэты дыялог будзе працягвацца, канешне, і для нас вельмі важна абараніць не толькі правы беларусаў ва ўкраіне, але таксама і магчымасць беларусаў далей атрымліваць візы ў еўрапейскі звяз. Ці можна казаць пра тое, што ў сувязі з вайной беларусы цяпер знаходзяцца пад асаблівай увагай спецслужбаў украінскіх? Калі так, то у чым гэта выражаецца, як адлюстроўваецца? Так, абсолютно, конечно. Беларусы нават пры перасячэнні мяжы дастаткова проста паказаць свой пашпарт ці назваць назву краіны з нашым грамадзянствам, і ўжо ўвага падвышаная. І вельмі часта, нават яшчэ не раскрываючы пашпарт, можна пачуць, вы не далей не праедзеце. Тыя беларусы, якія заязджаюць у краіну, там ужо пытанні вырашаюцца з працаўладкаваннем, з навучаннем, і гэта заўсёды, можа не заўсёды, але вельмі часта сутыкаюцца людзі з пэўнымі праблемамі. Безумоўна, што спецслужбы пільна сочаць за гэтым асяроддзем. Для іх вельмі важна разумець, што адбываецца. Тыя людзі, якія валодаюць беларускімі пашпартамі, хто яны, ці не з'яўляюцца яны крыніцай пагрозы для нацыянальнай бяспекі Украіны. Мы памятаем, што на пачатку вайны былі знойдзены шмат фальшывых беларускіх пашпартоў, ці тыя людзі, якія прыналежалі да дыверсійных груп, якія доўгі час уже знаходзіліся ў Беларусі, у Украіне, даруйце, у іх знаходзілі беларускія пашпарты. І гэта таксама дадало да вось такога настрою, рашучага настрою украінцаў, што да беларускіх грамадзян. Таму гэта не простае асяроддзе часам. Я, конечно, не драматызаваў, не казаў бы, што там беларусы знаходзяцца ў нейкіх такіх выразна
найскладанейшых умовах, але вось такія адміністратыўныя бар'еры, канешне, яны вельмі часта могуць паралізаваць жыццё чалавека, не даваць магчымасці нармальна функцыянаваць, жыць. Таму, конечно, для нас будзе прыярытэтам дапамагаць беларусам. Валерий, еще один вопрос. Вы сами столкнулись с проблемой с въездом в Украину на польско-украинской границе. А с чем связано такое внимание к вам? Почему не пустили? И прояснилась ли как-то эта ситуация? Ну, я думаю, што гэтае рашэнне, яно якраз было накіраванае на мяне як на носьбіта беларускага пашпарта, беларускага грамадзяніна найперш. У меня были такие ситуации даволі паспяховага пераходу мяжы, і той пакет дакументаў, з якім я ехаў у мінулы раз ва Ўкраіну, з якім мяне не прапусцілі, ён быў такі самы, як і заўсёды. Таму я абсолютно дакладна ведаю ад украінскіх уладаў, што ніякай забароны на мой уезд ва Ўкраіну не існуе, але разам з тым ніхто не можа гарантаваць, што сістэма спрацуе такім чынам, каб прапусціць мяне ва Ўкраіну без аніякіх праблем. Таму зараз няма патрэбы быць менавіта зараз ва Ўкраіне. Але калі такая неабходнасць будзе, то безумоўна, я буду ехаць па ўзгадненні з украінскімі ўладамі. Спасибо за ваш комментарий. Валерий Ковалевский, представитель по иностранным делам, заместитель главы Объединенного переходного кабинета, был гостем нашего эфира. Мы ідзем далей. 1 верасня адбудзецца суд над 22-гадовым Мікітам Слепянком. Яго забралі з дому 6 красавіка, дагэтуль маладзён за кратамі. Мікіту затрымалі па крымінальным артыкуле за нібыта стварэнне экстрэмісцкага фармавання. Вашай увазе інтэрв'ю з дзяўчынай палітвязня. У Беларусі на сённяшні дзень як мінімум 1300 палітычных вязняў. Сярод іх адміністратар культурніцка-гістарычнага тэлеграм-каналу Мікіта Слепянок. Ён знаходзіцца за кратамі ўжо амаль 4 месяцы. Беларускія ўлады абвінавачваюць яго ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Свой 22-гі дзень народзіну Мікіта правядзе за кратамі. Мы запісалі размову з яго дзяўчынай Данай, якая распавяла, як можна дапамагчы палітвязню. Вітаю, Дана. Дзякуй вам вялікі, што пагадзіліся распавесці пра Мікіту. Распавядзіце, калі ласка, пра вашае знаёмства з Мікітай, як адбылася ваша першая сустрэча. Я вывучала беларускую мову, нават не памятаю чаму, навошта ўжо у нейкім з чатаў знайшла яго і як знайшла. Проста прыйшла, пачала размаўляць на украінскай, сказала, што я буду намагацца размаўляць на беларускай. Ён адразу ж пагадзіўся мяне выпраўляць, так і пачаліся стасункі. Мабыць, і ўсё. Я не ведаю, што яшчэ расказаць. Проста выпраўляў маю беларускую мову і абараняў мяне. Што вы ўвогуле можаце распавесці пра Мікіту, які ён чалавек? Ён вельмі шмат чым цікавіўся і цікавіцца і надалей, нават у такіх умовах працягвае неяк развівацца, нейкія заняткі сабе шукаць, новае нешта даведваецца, хоць як бы цяжка не было там. Ён часта казаў, што ён у сваім жыцці нічога не дабіўся, але ж гэта не так, ён вельмі мэтанакіраваны і вельмі адказны. Ці ведаеце вы нейкія падрабязнасці затрымання Мікіты? Я аж на другі дзень даведалася, што яго затрымалі увечары. А потым ён мне распавёў, што ён проста гатаваў есці, а яго бацька ўпусціў іх да хаты і сказаў, што Мікіта дома. Мікіту абвінавачваюць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання, падразумеваючы пад гэтым тэлеграм-канал. Ці верыце вы ў тое, што ставіць у віну Мікіце беларускі рэжым? Гэта несправядліва, наколькі магчыма. Гэта ўвогуле ўжо... Я нават не разумею, чаму. У нас там была дзіцячая літаратура, музыка, гісторыя, выявы, якія ёсць у падручніках беларускіх. Беларуская мова там была. Там нічога такога не было. Там не было абраза прадстаўнікоў улады. Вы казалі, што вядзеце з Мікітай ліставанне, пра што ён вам піша? Што ён распавядае? Грашовыя пераводы даходзяць усе, лістоў няма ні ад каго, акрамя мяне. І перадачы не прыходзяць таксама ні ад каго, акрамя мяне. Магчыма, проста ніхто не намагаўся, а магчыма, і сапраўды не даходзяць. Але ж лісты мы шлем
вельмі часта і вельмі шмат. Ці распавядае ён вам пра умовы ўтрымання за кратамі, ці аказваюць на яго ціск, магчыма? Казаў, што намагаецца зберагчы русыя валасы замест сівых, намагаецца зберагчы зубы і здароўе. Казаў, што ўзніклі пэўныя праблемы са здароўем. Як заўжды не кажа, якія, гэта і на волі было цяжка дабіцца ў лістах, дык і дакладна. Кажа, тыповыя для гэтых месцаў, не смярцельна, але ж непрыемна. Вось так ён казаў. Казаў, што сумуе па сонцы, таму што яны там закрытыя сядзяць. Казаў, што не дазваляюць ляжаць і спаць. Як можаце апісаць стан затрыманага? Месяц таму, мабыць, пісаў, што яго ўсе кінулі, нікога ён не патрэбен. Ад яго ўсе адрэкліся, таму што ён палітвязень. Не ведаю, адкуль у яго маглі ўзяцца такія думкі. Гэта ціск хутчэй за ўсё на яго. Таму што раней ён такога ніколі б не сказаў, ён ведаў, што палітвязняў падтрымліваюць. Ці ёсць у Мікіты сваякі, якія б маглі клапаціцца аб ім, пакуль ён за кратамі? Сваякі, яны абыякавыя. Расею, падтрымліваюць, вось. І лічаць, што ён сам вінаваты, што сеў. Вельмі важна зараз адпраўляць грошы, хто сколькі можа. Гэта можна зрабіць па электроннаму рахунку, яго можна знайсці на сайце СІЗА. Вельмі важна, каб мы дасылалі грошы для таго, каб ён мог імі скарыстацца ўжо ў калоніі. Хацелася б, каб выстачыла хаця б на год. Альбо на тыя некалькі месяцаў, пакуль я буду шукаць спосаб дапамагчы яму. У інтэрв'ю «Новаму часу» вы распавядалі пра тое, што Мікіта піша ў сваіх лістах, каб вы яго ўжо не чакалі. Скажыце, калі ласка, магчыма такое асабістае пытанне, ці збіраецесь вы працягваць свае стасункі з Мікітай зараз? Часам яго хочацца ляснуць за гэтым жа лістом, але я разумею, што гэта ўсё наступствы ціску. Вядома, я буду далей чакаць, далей падтрымліваць, таму што я ўжо ведаю, што там будзе плюс-мінус 3-5 гадоў. 3 ў лепшым выпадку. Акрамя мяне, у яго няма зусім нікога. Магчыма, ёсць сябры, але ж яны таксама забываюць пра яго, таму што ў кожнага ёсць свае справы, і гэта нармальна, што сябры не заўсёды памятаюць. Застаюся только я. И поэтому так важно поддерживать политических заключенных, писать письма, пробовать помочь финансово. Мы же переходим сейчас к короткому обзору новостей. Казахстан на год останавливает экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения. Такое решение приняла комиссия по оборонной промышленности страны на специальном заседании. Ранее страна отвергла отправку в Украину войск Организации договора о коллективной безопасности. Также Казахстан отклонил просьбу России о присоединении своих войск к наступлению в Украине. У Пакістане ахвярамі моцных залеваў сталі ўжо каля 1000 чалавек, яшчэ 1500 пацярпелі ад стыхіі. Агулам жа ў зоне бедства застаецца больш за 30 мільёнаў жыхароў краіны, гэта каля 15% насельніцтва. Паводкай знішчаныя жылыя дамы і інфраструктура, загінула больш за 500 000 галоваў быдла. Найбольш пацярпелі паўднёвыя правінцыі Белуджыстан і Сінд. Урад Пакістану абвесціў надзвычайнае становішча на ўсёй тэрыторыі краіны. Франция и Германия выскажутся против запрета выдавать шенгенские визы россиянам. Агентство Bloomberg сообщило, что совместное заявление эти две страны обнародуют на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Праге. Франция и Германия настаивают на том, чтобы выдача виз продолжалась россиянам, которые не связаны с правительством, не поддерживают войны в Украине, особенно студентам, художникам, ученым и профессионалам. Соседние с Россией страны, включая страны Балтии и Финляндию, хотят запретить въезд всем российским туристам. На месцы менскага замшчыша знайшлі кафлю з выявай раслінаў валошак, тюльпанаў ды хмелю. Меркавана кафля датуецца 17 ці 18 стагоддзямі. Знаходку выявілі падчас раскопак побач з музеем Стары Менск. Здымкам падзяліліся заснавальнік музею Глеб Лавадзенка. Наступны тыдзень раскопак апошні ў гэтым годзе, паведамляе Глеб і запрашае ахвотных далучыцца.
Завтра стартует первая миссия по лунной программе «Артемида». Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике. Запуск ракеты-носителя с кораблем «Орион» без экипажа на борту будет транслироваться в прямом эфире. Полет корабля продолжится 42 дня. Это первый этап программы «Артемида». Следующим станет пилотируемый облет Луны, ну а третьим – полет с высадкой астронавтов на Луну. Ну і мы пераходзім да наступнай тэмы, бадай што апошняе незалежнае выдавецтва, кнігарня, якая знаходзілася ў Менску, ліквідаваная. Гаворка пра Галіафы, яна праіснавала 15 гадоў і выдала больш як 500 кніг. Пра сітуацыю, уласна, паразмаўляем са стваральнікам выдавецтва і кнігарні, з Дмітром Вішнёвым, пісьменнікам. Вітаю цябе. Доброе утро. Увесь час існавання рэжыму Лукашэнкі шукаў так званыя няправільныя кнігі, і ў лепшым выпадку проста тыражы вымаліся, былі таксама наступствы для выдаўцаў кніг. Сёлета ты атрымаў папярэджанне на 3 месяцы ад Міністэрства інфармацыі пра прыпыненне дзейнасці, але я так разумею, што ты вырашыў папросту не аднаўляць дзейнасць, закрыцца. Так? Ці гэта звязана з наступствамі, якія маглі б да цябе прыйсці, бо сёлета мы памятаем, як і выдавецтва, і кнігарні адны за адной зазнавалі ціск з боку уладаў. Ну, справа в том, что мы приклали все высилки для того, как обновить деятельность выдавецтва. Наш специалист не прошел переаттестацию, хотя был, на мой погляд, добро подрыхтованы. Маю высшую полиграфічную адукацию, проштудировал велизарный подручник для испыта. Это было, мне здаецца, немагчыма. Наколькі я ведаю, можа я памыляюсь, ты выдавецтва, якія атрымалі папярэджанне і была прыпыненая дзейнасць, ніхто з гэтых выдавецтваў незалежных не прайшоў переаттестацыю на сённяшні дзень. Ну і вось уже з'явілася інфармацыя, што акрамя нас ліквідуецца выдавецтва Лімаріус. То бок фактычна Беларусь застаецца без магчымасці выдаваць новыя кнігі па-беларуску, новыя аўтары пазбаўляюцца магчымасці паказаць свае творы. Ці правільна я разумею сітуацыю? Ну, я не был бы таким тут якраз радыкальным. Все ж таки мы не адзінае незалежнае выдавецтва ў Беларусі, і я все ж спадзяюся, што ёсць, хто будзе выдаваць і ў Беларусі вартыя кнігі, але гэтае поле яно значна зменшылася, і яно не павялічваецца, гэта адназначна. І все выглядае, зразумела, што вельмі сумна. І мне думаецца, што выйсце з гэтай сітуацыі, безумоўна, што з'яўленню мусіць з'яўляцца новыя выдавецкія ініцыятывы за мяжой. Вось, я думаю, так. Так, магчыма, з'явяцца новыя выдавецкія ініцыятывы за мяжой. Спадзяюся, магчыма, у цябе з'явіцца з часам магчымасць аднавіць выдавецкую дзейнасць па-за межамі Беларуси. Я хотела спросить, внимание к вашему издательству и то, что в итоге Голиафы будут закрыты, связано с изданием какой-то конкретной книги. Почему такая ситуация сложилась? Или в целом белорусская литература в Беларуси сейчас находится под вниманием? Ну, мне складана тут займацца фантастыкай. Ну, на мой погляд, мы были аднымі з самых актыўных. У нас выходзіла больш за ўсё дэбютных беларускіх аўтараў. Ну, у нас увогуле беларуская мова, мне здаецца, у Беларусі не ў пашане, таму што тут з'яўляцца, шукаць за якой канкрэтна кніжкі, ну, тут я не ведаю, якую кніжку не возьми, яна будзе апазіцыйнай, калі яна ўжо па-беларуску, такое ўражанне. Калі у нас экскурсаводаў, якія ведуць экскурсіі па-беларуску, хапаюць на вуліцы, ну, пра што можна казаць? Так, сапраўды вы выдавалі вельмі шмат дэбютантаў, а які будзе лёс, на твою думку, маладых аўтараў, ці можна будзе вырасціць новае пакаленне людзей, якія крытычна мысляць, якія гэта ўсё прадаюць у сваіх творах у той сітуацыі цэнзуры, якая існуе цяпер у Беларусі? Ну, мне хочется верить, зноў жа, лепшае. Я по натуре оптимист. Я спадзяюся, што новыя аўтары яны
будуць з'яўляцца, яны не знікнуць. Вось з'явіўся цудоўны аўтар Александр Чернука со сваёй кнігай «Свінні», якая выйшла за межамі Беларусі. І я думаю, што многія аўтары будуць паўтараць лёс Александра. Я спадзяюся, што будуць з'яўляцца і новыя выдавецтвы, якія будуць падтрымліваць аўтараў. Ну, але тым не менш, сітуацыя сапраўды, паўтаруся, вельмі сумная. Апошнія, прынамсі, пару дзесяцігоддзяў у нас вельмі істотна зменшылася прастора з перыядычным друкам. Менавіта з перыядычным друкам, які друкаваў творы маладых літаратараў. Там можна згадаць «Першацвет», «Крыніцу», «Зно». І гэта было вельмі балюча для беларускай літаратурнай прасторы. І все ж таки кнігі выходзілі ўжо наўпрост аўтары без перыядычнага друку. Ну, нешта придумаецца, я думаю, так. Таксама хацелася б запытаць пра тое, над чым ты працуеш цяпер. Ведаю, што гэта новая кніга, пра што яна будзе, чаму прысвечаная, якім тэмам магчыма і якая гэта будзе форма. Ну, напраўдзе, я, калі выехал з Беларусі, я нарэшце пачаў пісаць. Пасля 2020 года, шчыра кажу, не пісалася зусім нават проза. Ну, штосьці вельмі фрагментарна ўрыўкамі. Тут пачалі пісацца вершы, я вот дапрацоўваю кнігу эсеістыкі, зацімак, паэзіі. Ужо ёсць дамоўленасці з выдавецтвам, якое знаходіцца не ў Беларусі. І паралельна працую над кнігай прозы. Гэта будзе такі мікс дакументальна-мастацкі. Пра што ён будзе, ну, пакуль, напэўна, рана яшчэ казаць. Ну, спадзяюся, што штосьці атрымліваецца, штосьці атрымаецца. Дзякую вялікі. Мы са свайго боку жадаем табе натхнення ў працы над гэтай кнігай і поспехаў. З намі быў Зміцер Вішнёў, пісьменнік і заснавальнік выдавецтва «Голиафы». Ну а мы на этом заканчиваем наш эфир. Эти 2 часа в студии Белсата с вами провели мы, по-беларуску моя коллега Юлия Лобанова. І па-руску Маша Макарова. Ну і на развітанне яшчэ адзін матэрыял, калі творчасць беларускай набелянткі і больш як 30 іншых аўтараў гэта экстрэмізм, то што паводле беларускіх уладаў ёсць мастацтвам высокім і запатрабаваным. Даведаемся з наступнага матэрыялу. Работу в студии Белсата уже страшно. вечером продолжат наши коллеги. Не забывайте подключаться к эфиру и до встречи в следующих эфирах. Доброго дня. Война — это страшно. И наш народ, по-моему, до последнего не хочет брать оружие в руки. И я рада, поскольку я тоже не сторонник революции. Но я думаю, что еще долгий путь. Еще свободны мы будем не скоро, к сожалению. Слова Светланы Алексеевич после получения Нобеля были пророческими. Идет война, а Беларусь остается несвободной. Настолько, что на родине в книгах нобелевского лауреата ищут экстремизм, пишет издание «Зеркало» со ссылкой на чиновницу Минкульта. Алексеевич давно критиковала политику Лукашенко. После выборов 2020 года вошла в Координационный совет. После допроса в Следственном комитете уехала из Беларуси, но остается мишенью для нападок. Что написала хорошего Алексеевич? Кроме Давайте так, вот с нас смотрят, кто хоть что-нибудь из нее почитал. Я-то почитал, но это унылое, скучное, так сказать, чтиво. Ну, это вообще отвратительно, особенно там дети секонд-хенд, это какое-то дегенеративное искусство. Это месть за принципиальную позицию Алексеевич, считает поэт и литературовед Андрей Ходанович, а также за творчество, которое раздражает функционеров режима. Это реакция людей. Это реакция людей глубоко бездарных на талант, глубоко бескультурных на культуру. Все свое творчество Светлана Алексеевич исследовала феномен совка. Она называла его красным человеком, homo sovieticus. Все эти люди — это сегодняшняя белорусская власть. Все они узнают себя в этом безжалостном аналитическом зеркале. В июне стало известно, что из белорусских библиотек изымают произведения не только Алексеевича, более 30 писателей. Игорь Бузовский, замминистра информации, косвенно подтвердил факт зачистки нежелательных книг. Великое счастье, что мы на книжных полках сегодня их не видим. Великое счастье, что у нас есть воля, сила, понимание и сознание того, что это страшнейшее, мощнейшее оружие.
В черном списке ряд современных авторов, в основном тех, кто пишет по-белорусски. Альгерт Бахаревич, Виктор Мартинович, Адам Глобус и другие. Журналист Змитер Лукашук, чью книгу о белорусской национальной идее признали экстремистской, считает, что раньше режим Лукашенко играл в мягкую белорусизацию. Она создавала красивый фон для контактов с Западом. Теперь такой необходимости нет, и власть сбросила маски. Улада просто пришла до высновы. Власть просто пришла к выводу, да надоело нам заниматься этим заигрыванием и прятать настоящее отношение к этим националистам, которые носятся со своей белорусскостью. Зачистка идет не только в литературе. Недавние поправки в законодательстве, например, усложняют проведение концертов и других мероприятий без оформления специального удостоверения. Одновременно власти будут навязывать белорусам свое видение культуры, полагает Змитер Лукашук. Свято Дажинки, агротрэш. Праздник Дажинки, агротрэш, музыка Солодуха, литература творчества. Это книга с доносами, которую издал Муковозчик. Возврат в СССР. Это мечта белорусского режима, на чем он выехал в свое время. Но это давно сгинуло, и белорусам этого возврата не нужно. Власти Беларуси действуют с позиции силы, но закручивание гаек не даст желаемого результата, говорит Александр Чаховский, представитель Белорусской рады культуры. В этом нема ніякого сенсу, то, что яны робят. В этом нет никакого смысла в том, что они делают. Все эти запреты, черные списки. Ничего не будет от этого, Алексеевич. Ничего от этого не будет белорусскому обществу. Знаете, что будет? И батьки узнают о книге и, возможно, захотят прочитать. Выкидаются из книгарняў папяровые книжки. Выбрасывают из магазинов бумажные книги, надо больше издавать электронных, аудиокнижек. Закрываются издательства и книжные магазины в Беларуси. Давно пора создавать издательства и магазины там, где мы разбросаны по миру. По мнению поэта, Беларусь и белорусская культура не имеют географических границ. Они есть и будут везде, где есть белорусы. Валентин Василенко, Белсат.